В эти дни в Москве обсудили законодательное обеспечение развития и освоения Арктики. На собрании отметили, что существующая нормативно-правовая база не отвечает задачам комплексного развития арктических территорий. Об итогах круглого стола расскажет Наталья Сазонова. Обсудить законодательное обеспечение развития и освоения Арктики в Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии, руководителем которого является Владимир Кашин, прибыли члены Совета Федерации, представители федеральных органов исполнительной и законодательной власти, субъектов Федерации и научно-исследовательских учреждений. Речь шла о том, что существующая нормативно-правовая база не отвечает задачам комплексного развития арктических территорий, поэтому проблемы Арктики решаются медленно и неэффективно. Участники круглого стола выступили с докладами и конкретными предложениями. У нас по Дальнему Востоку в последнее время принят один достаточно такой озвучный закон по территории опережающего развития. Сейчас готовится законопроект об особых условиях развития дальневосточных территорий. Но, уважаемые коллеги, принятие закона о территориях опережающего развития, в котором мы, в общем-то, достаточно заинтересованно тоже принимали участие, принятие этого закона только показало и доказало, что необходим более обширный комплексный базовый закон на Дальнем Востоке, на его обширных территориях, тем более в арктической зоне создать такие достаточно мощные производства, которые бы дали такой быстрый результат, практически невозможно. Это первое. Во-вторых, сегодня уже более-менее ясно обозначена карта наложения территории опережающего развития. И оно, как и, в общем-то, ожидалось, пролегла эта карта по тем маршрутам, которые изначально и до принятия этого закона имели свою базовую инфраструктуру. Это железнодорожная сеть, это энергетические узлы, это развитые промышленные производства, это развитая добыча, горные работы и так далее, и так далее. Тему продолжили сенатор от Республики Саха-Якутия Александр Акимов и постоянный представитель Якутии при президенте России Алексей Стручков. В результате были приняты рекомендации Федеральному собранию и правительству России о мерах по реализации государственной политики в арктическом регионе. Павел Танин, Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.